Далеко-далеко на севере, на просторах тундры, с давних времен живут кочевые народы. Ханты, селькупы, ительмены, манси, ненцы, коми. Интересно прикоснуться к экзотике быта кочевников. Суровая жизнь в открытом пространстве Заполярья – выбор сильных людей. Горожанам, привыкшим к благам цивилизации и испытывающим стресс при отключении электричества или воды, не под силу такие условия и нагрузки, недоступны очарование кочевой жизнью. Мне, солистке ансамбля «Коми-песни», не раз приходилось наблюдать, хоть мельком, на фестивалях и праздниках дома в Воркуте и при Полярной Инте представителей этого северного промысла. Мы заходили в чумы погреться, общались, фотографировались, выступали на оленьих бегах. Основное и главное занятие кочевников – оленеводство. Для жителей тундры олень – центр вселенной, это кормилец, транспорт, это продукт сбыта мяса и субпродуктов в коммерческие организации, это источник теплых шкур для построения чума, изготовления одежды и обуви. Сегодня с моей подругой Светланой мы навестили уважаемую Надежду Митрофановну, представительницу малого коренного народа, рожденную в тундре, которую знаем много лет. Мы вручили ей пригласительный билет на наш концерт. Маленькая, подвижная, живая женщина, частый зритель на концертах в Центре национальных культур, верный делегат на ежегодных конференциях Коми-народа. И как же мы были удивлены, встретив ее на фестивале «Сельские самоцветы» и праздники Тереп-Кэр, что в переводе с коми-языка «быстроногий олень», в Инте. Люблю и ценю людей с активной жизненной позицией. По договоренности к нашему приезду в квартиру принесли малицы, тобаки и пимы из оленьих шкур, сшитые руками Надежды Митрофановны, а также праздничные национальные платья и сарафаны. Митрофановна, это значит, из какой части оленьей шкуры шьются? Это лапы маленького теленка. Маленького теленка. Называется это шкура камус. Сентябре. Камус, это он называется камус. Камус. Ага, это из части... Да. Ну, октября уже ноги оленьи. Оленьи ноги. Действительно очень теплая оленья шкура. Всю жизнь туда ездили, за Уральские горы ездили, да, вот эти пимы внутри мехом одели. А какие же красивые, а как они сшиты каждый вообще, ну то есть тут хозяйка уже проявляет мастерство, да, она вышивает, это войлочные, да, вставки, войлок и разные цветы. Это сукно. Сукно. Это сукно старинное, что деньги не было, да. За Уралом покупают, с Аркадии, да, Учкару летом ездят, да, оттуда покупают, а сейчас-то, ну не такой сейчас нету, есть, конечно, для подделки продают, покупаем тоже. Войлочные, да, вот эти, фетр, да, или как там называется? Нет. Фетр развалится, это синтетика, а войлок все-таки шерсть. Продают сувениры-то делаются, подделки разные. Да. Вот, в творческих такие магазинах. есть, да. А это нет, это что старинное сукно. Ой, какая красота. И скажите, вот сколько нужно вообще материала для того, чтобы шить? Сколько нужно? Здесь, знаешь, сколько? 4 оленя здесь. 4 оленя. Вот почему так оленя, дорого? лапу у 4 оленей вот здесь. 4 лапы? 4? Нет, 4 оленей. У каждого олень 4 лапы. 4, 16 ног, то есть 4 оленьих упряжки из 4 оленей нужно. 4 оленей лапы. Это очень дорогая работа, да. Это ценность в том, что, конечно, 4 животного, ну, понятно, очень, да. Вот это сейчас жилами, оленями жилами шито. Оленями жилами жилы шито. специально делаем. Ой-ой-ой-ой. Да. Так, вот, вывернули. Вот. Они мягкие такие, да? Да, но это уже сколько лет лежит. Сколько лет? Дочка уже бабушка. Из кусочков маленьких. Ух ты. Это мужские жилы. Да какой размер у тебя? 36-й. Северные пимы до чего любимы, да? И в морозы, и в пургу в них по снегу побегут. Вот Ай, какая женщина.
Вот такая. Сексуальная. Ох ты ж, мать честная. Сейчас еще будет. Смотри, 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 что Вот творится. так пока будет. Ой, нарядились. Какие красноте. Меча-мичи. О, какой Ну, бал. сейчас это открыто. Вот тогда. На голову. Красиво. Ну, конечно, красиво. Видал? Що? Как На Валя, танцы. Дима была, Валя. Так, Какую мне померить? Марина Владимировна, смертельный номер. Ага, ей-то новую. Свет, покажи. А мне-то не новую. Сюда, это у меня шкурная была. Вау. Это оленя шкура. Это король. Король? А это как, что значит король? Ты королевскую одеваешь шубу, Евдокимова. У тебя голова... Где-то жил-был Марин. О, Вот и все, покирали пацана. вот. Мой любимый танец. Слушайте, ну вот правда, в любую пургу и мороз, и совершенно не страшны. Главное, Закрыто- гламурный бант. Вообще хочу сказать, что закрыто все плотно, да? Шея, ветер, не ветер, какой-то мороз. Абсолютно негде морозу и ветру подступиться. А снизу? А снизу Коди посмотрите, Деспирас. опустите камеру вниз, и мы видим, что такие высокие пимы закрывает все, что нужно. Да. Вот. Шикардос. Она сейчас голь перекатная показывает. Это немножко намокло, правильно. А тая мы? празднике. Шуще? Это намокло немножко на празднике. Волнится чуть-чуть от А ветра, вот от это снега. тоже шьем, вот. Сами вот эти А это мы еще еджитесь. Белые полосы. рисунки. Это, вы- Это чем? это мех. Руками Это вот мех, это белого мех. оленя, это Полоски. черного оленя, вот так. А всё ключи, делаем. а как они? А, Руками, полосками да, настрачиваются? да, полосками Едрь. То есть здесь в этом костюме большое мастерство. Друзья, здесь столько материала. Сколько нужно оленей шкур, чтобы сделать такую малицу? Сколько? Да. Сколько? Кымынкола олень. Сколько оленей? 5 надо, 6. Вот сюда на малицу 5. А вот это называется подол панды. Это 6-й. Да, на голову вот это маленький теленок. Это маленького пыльник. Это пыльник весной, когда рождается. Ребята, вот. А это еще не бью, я специально забиваю красивым. А сколько шить надо такой А костюм? как долго? Сколько? Не знаю, сколько хочешь, если не лень, быстро можно шить. Ну быстро это за Это сколько? все равно, но неделю надо уже шить полностью, если шить. Неделю труда безостановочного. Там, Но где это, я потом- считаю, это же быстро. долго шьется, вот это, эти рисунки. Да, это же мелкая Не работа. сидишь, а только то делаешь. Работу полночи. Работа и дети ручная. маленькие. То есть мы, друзья, понимаем, что в машину швейную мы это не можем загрузить, ну как бы выполнить эту работу, поэтому шьется руками, оленьими жилами. То есть это издревле как делали вот, ну, кочевые народы, так они сейчас продолжают изготавливать вот такую вот замечательную одежду. Я впервые меряю. Раздевайся теперь. Ой, помогите! Всё. Хотите, дай рукава. Целая технология. А там свободно уже, вот так, да? Да. Была Марина и нет Марины. Садник без головы вот так и снимался. Ой, тем более. Ой, спасибо. А вес тяжелый. Это сейчас оленя шкуру делается. А кто просит продать? А? Люди, которые тоже оленеводы хотят купить, да? Или частники, которые просят. Ну, это же хорошо. Нет, не продам, куда? Это тоже шить надо труд. Конечно, потом Каждый не сошьет. это память. Это Валя молится. Вот шпектором шит, вот это молится. А, вот это? Вот Вот она, это малится маленькая на была. шпекторе с фотографией. Вот это молится, смотри. Да, вижу. Это вот маленькая девочка, которая... Это вот она и выросла сейчас, Это Валя. девочка. Детей оленеводов на зиму собирают в специальные школы-интернаты, где они получают образование. Жизнь в благоустроенных теплых домах и удобства цивилизации сказываются на том, что не все хотят возвращаться обратно в тундру. Получив образование, многие выбирают оседлую городскую или сельскую жизнь. Платок, да? Просто. А у женщин уже кокошник деревянный, да, поддевается. Волосы должны быть спрятаны под головной убор, да? И-
Понятно. Все каноны, как и в Аля, русском. Кем ты хочешь стать, когда закончишь школу? Куда поступишь? Я не знаю. Не было мысли Нет. еще, да? Ну, Пока а все обычно, еще наверное, решается. остаться хочешь в тундре? Да. А чем тебе она нравится? Не знаю. Какая-то свобода, наверное, да? Единение с А природой. тебе не холодно, там же бывает и холодно, и дождь, и слякоть, и вот хочется все бросить и пойти в теплый дом. Бывает же так? Через все уже прошло. Бабушка через все прошла. Если захочет, пройдет. Да. Да. 13-летняя Варя поведает нам, как она управляет оленьей упряжкой. У меня иногда 4, иногда 5. Ого. Животные как-то правильно выстраиваются, то есть кто-то впереди, кто-то по бокам, или нет разницы, как запрягать? Разница есть, но там как-то уже от оленя зависит. Кто лидер, кто вожак, да? Да. А кто такой уже подчиняется? Да. Но сила нужна физическая или больше нужно характером и волей как бы животным управлять? Даже не знаю, там как-то... Тренировать просто, Все да? девочки могут, все люди могут сесть, вот все подростки, Все-то которые не там, могут, да? а кто может, кто может. Вот, а кто может? У кого силы есть, у кого ловкость или как? Даже не знаю. Нужно с животным, наверное, как-то договориться, что ли, да, чтобы он Так, кстати, уже слушался. гоняла, в городе она гоняла. Когда будут оленьи бега в Иркуте? Сейчас? Скоро? На день? Домой-то не идет, и что после забоя, наверное, праздник будет. Что-то Ну, рекламируют. мы обязательно хотим увидеть вас участниками в этом празднике. Надежда Митрофановна, сколько будет стоить примерно такая детская малица? Я и говорю, вот это еще не блюй называется, дорогая шкура. Внутри не блюй, сверху не блюй, вот это все. Да, да, да. Дорогая шкура, внутри же тоже такой не блюй, смотри. И какая сумма примерно? Не знаю, я думаю, 50. 50 тысяч. Мгм. Минимум, да? Да? Да, А взрослая? Только работу тут. А если взрослая? А вот большие малицы тоже. Я у детей раньше продавала малицу, вот такие большие. Тогда что цену, 12 тысяч было. А сейчас, наверное, А 1100 сейчас, конечно, будет, да? сейчас еще дорогая, а сейчас то никто не купит уже. Когда с Москвы Ну, приезжали, ценность да, большая, мало. востребованность может быть не очень большая. Но тот, кто работает в тундре, тот, кто занимается Это кочевыми надо работами. Это специально надо выбирать. Да, ведь не каждый. Время. 49-го года рождения, да? 49-й год. На И- улице прямо? Ну, а все, раньше так и Чего? рожали на улице. Под пургой, может, 50 градусов было. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это женщины, северянки, а? Это Сегодня, например, я родилась, и через 2 дня надо за Уральские горы перекинуть туда. И едут. А Юлька-то укрыта чем-то была, завернута. И поднимается на хребет. И с Юльки у меня все унесло. Все укрытие, и мать пошла быка поправить. Ну, быки ноги запутали. Она пошла. Пришла, у меня ничего нету. Да, после, как уже ставили, перекинули. То есть коляска, ваша Ну, Люлька. люлька свалилась на землю? коляска, нет, коляски унесло укрытие. Мама А, только поправила быков, коляски унесло все, укрытие. Чем открыть. открывает дверь? Да, открытие стало. Это у вас Потом было это как закаливание? Ставили чум, вначале это развернули меня, у меня с лица вся кожа снялась. Ой-ой-ой-ой-ой. От обморожения, да? Да, Дитё само грудное. рождение, да. Поэтому я не мерзну. Всегда. Поэтому Вот. вы вечно Надо было молодая выжить, и Надо выжить красивая. было военная фельдшер с тобой. Я замуж уже вышла, она всегда: ой, Надюша, я тебя, у тебя роды принимала, я так тебя люблю. Ну, там душа уже, да, туда зовет. Ну, на Карское море двигается летом до самого Карского моря. Вот, а потом обратно возвращается. Ох, расстояния огромные, это трудные Ага. перевалы и все. А сколько оленей вообще в стаде, вот, ну, допустим, в вашей семье? Какое поголовье? Ну, откуда я знаю, я пенсионерка, мне дела нету. Ну, Жали меня, а чтобы какие поехать. бывают вообще? Какая Ну, численность? конечно, есть. Стадо тут большое. 10, 20, сколько? Ой, не знаю, сколько, тысяч там. Тысячи, наверное. 4 тысячи. 3-4 Не тысячи. знаю, точно не знаю. Ну, примерно что, да, какое Ну, хозяйство? в каждой бригаде так же. В некоторых бригадах больше, у кого поменьше. Да, да. Тобо. Там внутри тоже мех. Тоже туда меховую натягивают, потом сверху это. А вот эти И вот все так. Вот эти плетеные пояса, это просто поддержка, чтобы не Эти- впадали. Эти
завязывает, чтобы тобок не падали. Вот Не это. падали, да-да-да. Вот, да. А внутри солома, да? Ну, тут есть солома, да. Чтобы Солому теплее всегда было. надо, это же тепло. Да, а внутри солома, Да. как стелька, А там чтобы это копыта было... оленя, смотри, это собираем копыта оленей. Это копыта оленя. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Целая Вон премудрость. там на пиве тоже так вот эти, смотри. А ты капушка учишь? Это копыта оленя. Очень интересно, да. Сарафан немножко выше, чтобы шагать можно было вот так. Навязываем вот так пояс. А потом придешь куда-нибудь, чум другой поедешь или куда-нибудь, думаю, гости, да развяжешь. Положишь на место. Вон обозы, вон, видишь? Ага. Там продукцию сложено, вон, видишь? Да. Переезд, да, перевал Да. кочевой. Ее Даже вот движется. на море вон двигаемся. Вот этот у меня тундре, вон, видишь? Вон так едем к морю. А здесь продукцию сложено вот этих. Потом, видишь, я еду, видишь. Где не видим? Вот ты, вот она главная там. Вальчика, звука нет? Потом это Зоя идет, мать, жена в Люси. Обалдеть, как красиво мох такой. Общались, смеялись и понимали без слов, что обмениваемся очень важным, сердечным и дорогим. Жизнь не измеряется комфортом, достатком, статусом. Хотя у каждого своя мерка счастья, стремления, смысла. Ой, жарко. Это на каждый праздник у меня средняя дочка шила им кушет, Варя, это Наташа. Я малицу приготовлю, она вот эти рубашки шила, достанет. Ну-ка, ну я как, ой, как мне нормально, я не забыла. Они всем радуются на улицу видели, всем, кого встретят. Боже мой, это любовь. Это просто морковь. Это такие красивые собаки. Ура! Что, замечательная наша душевная встреча подошла к концу, дорогие друзья, и мы сегодня были в гостях у замечательной женщины, которая родилась в тундре и прошла всю свою жизнь в этих заботах, в этих трудах. И зовут ее Надежда Митрофановна Хозяинова. Спасибо вам огромное за этот материал, за информацию, за беседу. До свидания.